В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Суд присяжных, его преимущество заключается в способности обеспечивать более справедливое, открытое и демократичное судебное разбирательство, учитывая интересы и мнения широкого круга граждан, что в свою очередь способствует укреплению гражданского общества и правового государства. Об особенностях рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей мы сегодня поговорим. Наша гостья в студии Любовь Третьякова, старший прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Республики Саха-Якутия. Любовь Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с какого времени у нас в России действует суд присяжных и какие категории дел им рассматриваются? Суд присяжных в России существует давно. Мы все знаем, что суд присяжных существовал еще до революции, но потом этот суд присяжных оставил нас и появился, возродился, можно сказать, с начала нулевых, с 2000-х годов этот суд появился вновь. И уголовные дела рассматривались судами субъектов, уголовные дела с участием присяжных заседателей. Со второй половины 2018 года данный правовой институт стал действовать и в районных городских судах. Уголовные дела, которые рассматривает суд с участием коллегии присяжных заседателей, это дела об убийствах и о умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности его смерть. Что у нас является основанием рассмотрения уголовного дела с участием присяжных заседателей и каковы его особенности такого суда? Особенности, да, есть, конечно, особенности. Суд присяжных, он разительно отличается от обычного судопроизводства, которое мы привыкли наблюдать. Самой главной особенностью является то, что решение о доказанности вины, о виновности человека, либо о его невиновности, принимается именно коллегией присяжных заседателей. Председательствующий судья не принимает решение о виновности или нет и никак повлиять на это не может. Председательствующий судья лишь руководит процессом, разрешает вопросы процессуального характера, разрешает какие-то ходатайства, а именно судьбу человека решает именно коллегия присяжных заседателей. Кто может быть у нас присяжным заседателем? И сколько их должно быть? Хорошо. Присяжным заседателем может быть гражданин Российской Федерации, дееспособный, у которого нет судимости, не обвиняемый в совершении каких-либо преступлений, также который не имеет инвалидности по слуху, по зрению. Вот такие граждане могут быть присяжными заседателями, не моложе 25 и не старше 65 лет. В районных судах 6 основных присяжных заседателей и не менее 2 запасных. В судах субъектов это не менее 8 основных присяжных заседателей и также не менее 2 запасных присяжных. А запасные присяжные, они всегда должны присутствовать в суде или это не обязательно? Да, это обязательно. Когда мы избираем коллегию присяжных заседателей, все присяжные заседатели, избранные нами, они должны присутствовать на судебном разбирательстве, поскольку, всяко может быть, дело рассматривается не один день, мало ли присяжный заболел или ребенок заболел, и человек не может просто по объективным причинам прийти в суд, тогда этот присяжный заседатель из основного состава, он отстраняется от участия по делу, и на его место заступает запасной. Таким образом, чтобы не срывалось рассмотрение уголовных дел. А как проходит отбор присяжных заседателей? Отбор кандидатов в присяжные заседатели, в принципе, можно условно разделить на 2 этапа. Первый этап – это составление списков кандидатов в присяжные заседатели. Этим занимаются администрации муниципальных образований, используя при этом государственную автоматизированную систему выбора. То есть из списков избирателей, поскольку там достаточно сведений о гражданах, то есть когда родился, где проживает. Заранее уже исходя из этого, путем случайной выборки формируется этот список. Далее в течение 2 недель администрация муниципального образования должна уведомить граждан, что они заходят в список кандидатов, потенциальных судей, и дается гражданам возможность обратиться в администрацию письменно и заявить о невозможности нахождения в этих списках. Основаниями для этого могут являться то, что гражданин достиг возраста 65 лет или
признан недееспособным, либо является инвалидом, либо состоит на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере, судимым. То есть вот эти основания, которые не позволяют гражданам быть присяжными заседателями. После этого публикуются списки и передаются в соответствующий суд, да, где будет суд, который будет пользоваться данными списками при формировании коллегии присяжных заседателей. И вот второй этап, когда уже в суде. После того, как судья выносит постановление о назначении судебного заседания, определяется количество вызываемых граждан для принятия участия в отборе, там уже помощник судьи, исключительно работники суда, мы, стороны, не имеем доступа к этой информации. Исключительно они также путем случайной выборки, они приглашают граждан прийти в суд и поучаствовать в отправлении правосудия. И там уже в судебном заседании наша стадия, да, формирования коллегии, которая тоже состоит из нескольких. И вначале и судья задает вопросы, потом сторонам предоставляется право задавать вопросы, которые нацелены на то, чтобы понять, сможет ли данный гражданин объективно и беспристрастно по данному конкретному делу вынести решение. То есть попасть в этот список можно абсолютно рандомно? Да, любой человек может попасть. Мы об этом с вами не узнаем до тех пор, пока к нам не придет уведомление от администрации нашего муниципального образования. А какие у нас гарантии тогда предусмотрены законом для присяжных? Гарантии, начиная от физической безопасности, заканчивая материальным обеспечением. Что касается физической безопасности, слава богу, у нас в республике за весь период существования этого института никогда мы не прибегали к охране присяжных заседателей, поскольку никто не пытался оказать на них какое-то незаконное воздействие. Что касается материальных гарантий, то когда гражданин приглашается в суд, проходит отбор и участвует в качестве присяжного заседателя, на него распространяются гарантии судей. Закон о статусе судей на них также начинает распространяться на период исполнения им обязанностей присяжного заседателя. Материальное, обеспечение, да, если гражданин работает, то зарплата за ним сохраняется, так же, как и трудовой стаж. Все это засчитывается. Если человек самозанятый, либо не работающий, компенсационное вознаграждение также имеет место быть. Это зависит от двух условий. Это, первое, половина оклада судьи в том суде, где дело рассматривается. И в зависимости, точнее не в зависимости, а пропорционально количеству отработанных дней в судебном заседании. Вот отсюда формируется. Этот порядок устанавливается правительством Российской Федерации. Что еще хотела сказать по гарантиям? Если вдруг, и часто такое бывает, я достаточно долго работаю с присяжными заседателями, часто так бывает, что мы опрашиваем человека, да, еще кандидата, мы говорим, есть какие-то причины, объективные причины, что вы не можете участвовать в судебном заседании. И граждане, 9 из 10 говорят, там на работе работодатель будет ругаться, меня выгонят, меня уволят. В данном случае мы всегда даем разъяснение, я хочу, чтобы зрители тоже об этом знали, что работодатель не может ни уволить, ни перевести гражданина, пока он исполняет обязанности присяжного заседателя. Не имеет права. Не имеет права. Это предусмотрено статьей 170 Трудового кодекса Российской Федерации. Поэтому работодатель в данном случае ничего не может сделать. А какие сложности могут вызвать при рассмотрении уголовных дел с участием присяжных заседателей? Вот на практике можно рассказать историю какую-нибудь? Или пример? Историй, примеров у меня в моей практике достаточно много, но какие основные сложности? Да? Это связано с особенностями, о которых я еще не упомянула. Особенности рассмотрения дел с участием присяжных заседателей основными являются то, что мы в присутствии присяжных заседателей никогда не обсуждаем процессуальные вопросы. Так называемые процессуальные вопросы, к которым относятся, как велось следствие, кого там допросили, кого надо было допросить и не допросили. Детали, в общем. Да, экспертизу как назначали, как следователь допрашивал. То есть вот эти процессуальные вопросы, вопросы предварительного следствия в присутствии присяжных мы не обсуждаем. И также мы не обсуждаем, это категорически законом запрещено, касаться характеристик личности как подсудимого, так потерпевших и свидетелей. То есть мы не знаем их историю, где родились, где учились, судимы, не судимы, какие заболевания. Вот этих вопросов мы не касаемся. И порой именно вот эти ограничения, которые предусмотрены законом, они создают нам некоторые препятствия.
Да, потому что люди не совсем понимают, почему такая ситуация, криминальная ситуация сложилась. То есть из-за чего начался конфликт. То есть глубинные причины конфликта им непонятны. Мы-то их знаем, что мы, что сторона защиты. Мы знаем об этих глубинных причинах конфликта. Но присяжные, до них мы эту информацию не доносим. И порой им бывает достаточно сложно. Но это, наверное, для того, чтобы они объективно рассуждали. Безусловно. И для того, чтобы... Безусловно, чтобы они ценили саму криминальную ситуацию, а не то, как там люди жили, там дружили, или наоборот у них была какая-то личная неприязнь друг к другу. Именно вот для объективности и созданы такие ограничения. Чтобы заранее какую-то чью-нибудь сторону не Да, приняли. именно так. А почему у нас обвиняемые выбирают такую форму суда? Именно Ну, вот это, наверное, с надо... присяжными заседателями. Это, наверное, вопрос больше адресован адвокатам, стороне защиты. Но со своей стороны могу сказать, что иногда, ну, мне так кажется, исходя из своей практики, что иногда подсудимые рассчитывают как-то убедить, наверное, людей, простых людей, которые не юристы, законов не знают, да, вот чисто на жизненном опыте, на какой-то вот своей мудрости они выносят решение, как-то убедить, может где-то схитрить, как-то, может быть, где-то обмануть, утаить что-то, да, опять-таки, пользуясь вот этими особенностями рассмотрения дел судом с участием присяжных заседателей. Но это тоже зависит от позиции, которую избирает сторона защиты. Бывают случаи, вот у меня в практике был такой случай, что человек полностью вину признавал, да, он согласен, что он убил свою девушку, но заявил суд присяжных, рассчитывая на снисхождение, именно на то, чтобы наказание ему назначили помягче. Это вот на практике чаще всего такое происходит? Нет, ну это единичные случаи. Как правило, люди, которые выбирают рассмотрение своего дела судом с участием присяжных заседателей, как правило, вину не признают, либо говорят, это причастен какой-то другой человек, либо да, я это сделал, но я не виноват, потому что я, допустим, ну, предположим, защищался. То есть вот такие вот обоснования в основном у подсудимых и у их защитников. И как выносят вердикт присяжные? И вот это как-то коллективно или это единичные случаи они считают в конце? Или как это происходит? Хорошо, я об этом тоже расскажу. После того, как мы завершаем судебное следствие, когда и мы, и сторона защиты, представим свои доказательства, выступим со своими речами, то есть доведем свою позицию, свои доводы, свои аргументы, председательствующий судья в своем напутственном слове разъясняет в том числе и порядок голосования. После того, как присяжные заседатели удалились в совещательную комнату, им дается 3 часа, не менее, точнее, не менее 3 часов для того, чтобы прийти к единодушному решению. Коллективное мнение. Да, 3 часа они между собой могут спорить, обсуждать, убеждать друг друга и так далее. И дается им 3 часа. Если за эти 3 часа они не пришли к единодушному мнению по всем вопросам, а у нас 3 основных вопроса – это доказано ли, что имело место само преступление, доказано ли, что данное преступление совершил подсудимый, 3-й вопрос – виновен ли он в этом, и дополнительный вопрос ставится, если на все предыдущие дан утвердительный ответ, заслуживает ли человек снисхождения. Если на все вопросы даны, точнее, если на какой-то из вопросов не дан ответ, единодушный, тогда происходит голосование. К голосованию присяжные могут приступить спустя 3 часа после удаления в совещательную комнату. Ну а потом путем голосования все должны проголосовать, воздержаться они не могут, они должны проголосовать, ну, исходя из своего мнения, да, к которому они пришли к концу судебного следствия. Если голоса разделятся поровну, у нас же 6 присяжных, либо в суде субъекта 8, да, если разделились поровну, соответственно, принимается благоприятный вариант для подсудимого, он будет оправдан. Спасибо, Любовь Николаевна, что посетили нас сегодня, рассказали действительно очень важную информацию, в том числе и о законах с присяжных заседателей. Ну, а я с вами прощаюсь. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.